Уважаемые коллеги, сегодня уже прошло 2,5 месяца после того, как мы примерно в таком составе собирались на пресс-конференции, посвященной началу подготовки футбольного клуба «Вершины» к предстоящему сезону. Вот прошло небольшое время, 2,5 месяца, как я уже говорил, либо 3 таких общеподготовительных цикла, и мы собираемся сегодня уже по другому поводу. Буквально через неделю произойдет событие, матч первого тура чемпионата Республики Беларусь среди команд первой лиги. Вершина отправляется в гости в Пинск, где встретится с Пинской Волынью. Уже начинается полноправный футбольный сезон. Ну и у клуба есть что сказать о том, что происходило этот период, пока мы не виделись. Ну и у вас, наверное, накопились вопросы. Поэтому построим нашу работу следующим образом. Вначале выступят наши уважаемые спикеры, которых я сейчас представлю. Это Александр Георгиевич Агранович, генеральный директор коммунального унитарного предприятия «Бобруйский футбольный клуб Белшина». Это главный тренер футбольного клуба Белшина Георгий Петрович Кондратьев. И ребята-футболисты, наши спортсмены, инструкторы Дмитрий Викторович Турлин и Ярослав Николаевич Шкурко. Ну и по традиции слово самому старшему и по возрасту, и по должности Александру Георгиевичу, пожалуйста, о том, что происходило в этот период, пока мы не виделись. Спасибо. Добрый день, уважаемые корреспонденты. Хотел бы начать вот с чего, что нам итоги, вернее, работы футбольного клуба «Белшина» в 2017 году, но оказались, как мы знаем, к сожалению, неудовлетворительными. И уже с октября прошлого года руководство клуба занялось комплектованием как команды, так и тренерского штаба. С моей точки зрения, я не знаю, как скажет Георгий Петрович, селекция, которую мы проводили долгое время, проведена, с моей точки зрения, квалифицирована. Утвержден план развития футбольного клуба «Белшина» на 2018 год, который утвердил председатель городского исполнительного комитета, согласовано с областным исполнительным комитетом Федерации футбола и Министерством спорта и туризма. На сегодняшний день сформирована команда. Я как директор клуба и весь состав не команды, а руководство клуба совместно с тренерским штабом принимали все меры для того, чтобы игроки, тренеры, главный тренер занимались только своей спортивной работой. Ну, как оно получилось на самом деле, конечно же, будет видно в начале сезона, в течение сезона. По крайней мере, я благодарен как директор клуба руководству города, руководству основного нашего спонсора, это шинного комбината в главе с руководством этого генералитета. Они нам оказывали всяческую поддержку и помощь, как в моральном, так и в финансовом плане. Остальное все будет зависеть от нас. По крайней мере, мы примем все меры, чтобы ту задачу, которая стоит перед нами, и мы сами перед собой ставили, и в контрактах у всех подписано, и мы обещали руководству города и руководителям предприятий, что та задача, которая стоит перед нами, по крайней мере, мы примем все меры, чтобы ее выполнить. Вот пока у меня все. Если будут вопросы, пожалуйста, задавайте. Спасибо. Спасибо. И о том, чем жила команда за 2,5 месяца, расскажет Георгий Петрович. Пожалуйста, Георгий Петрович.
Ну, хочу начать с того, что живем мы в непростое время, когда и республике не так просто, и каждому в отдельности взятому человеку непросто. И в этих вот непростых условиях я считаю, что в Бобруйске созданы хорошие возможности для развития клуба, для развития футбола. Где-то даже приятно удивлен, что много молодых ребят здесь занимаются футболом. Я имею в виду тренерский штаб, который есть не только у клуба нашего, но вообще в городе. И ребята, смотрю, с энтузиазмом занимаются. Так что я думаю, что при должном развитии и поддержке со стороны города, которая сейчас есть, я думаю, что перспективы довольно радужные. Инфраструктура здесь хорошая. Вот. И думаю, это временное пребывание Белшины в первой лиге, оно в этом году закончится, и Белшина больше не будет лифтом, как называют такие команды, вверх-вниз не будет нырять, а будет все время играть в высшей лиге, потому что и город, и все возможности здесь для высшей лиги есть. Так что мы сделаем все возможное, чтобы команда играла в высшей лиге. Как это будет, конечно, не просто будет. Ребят пригласили, считаю, довольно квалифицированных. Вот. Немножко нам помешала погода в этом году. Несколько игр было сорвано из-за мороза, из-за снега. Отдельные игры хоть и провели мы их, но кроме физического развития они нам особо ничего не давали. Так по льду бегали, физически нагружались. Работа, в принципе, проделана большая, и ребят хочу поблагодарить, что они очень серьезно отнеслись к своим обязанностям, не было ни скуляжа, ни нытья, профессионально все свою работу выполняли. Вот. Руководство клуба создает все условия, ни по зарплате, ни по питанию, здесь вопросов никаких, тем более по полю нет. Повторюсь, наверное, но скажу, что условия для развития футбола в Бобруйске хорошие. Наша задача, конечно, как я вижу, шаг за шагом развивать футбол на Бобруйще. Спасибо. Ну, еще хотел бы предоставить слово ребятам, которые на поле предстоит решать поставленную задачу. Хотел первым предоставить слово Дмитрию Турлину и отметить, что Дмитрию осталось еще 11 игр, и он фактически станет 4-м футболистом Белшины, который проведет 200 и более игр. Поэтому, Дмитрий, первое слово, пожалуйста, тебе о том, чем жила команда вот эти все 2 месяца, пожалуйста. Всем добрый день. Мы рады видеть вас всех тут присутствующих. Поработали мы хорошо в этом году. Пришел у нас новый главный тренер Георгий Петрович. Мы познакомились с ним. Ребята познакомились с ним, он с нами. Задача стоит серьезная, поработали плодотворно, хорошие сборы провели, хорошие противники были. Что еще? Ребят, настроение боевое, все ждут с нетерпением первого тура и хотят все приложить максимум усилий, чтобы выполнить эту задачу. От лица команды можем сказать, что будем бороться до конца, отдадим все свои силы, все свои умения, желания. Пусть у нас все получится. Надеяться. Спасибо, Дмитрий. И еще, помните, в прошлом году, в между паузе наш клуб пополнил рядом футболистов, один из которых это Ярослав Шкурко, провел 15 матчей, зарекомендовал себя с лучшей стороны. Тоже. Ярослав, пожалуйста, чем жила команда, какое настроение в команде? Добрый день всем. Хочу поблагодарить руководство нашего клуба за то, что были созданы условия для плодотворной работы. Считаю, что подбирается отличный коллектив с прекрасным тренерским штабом, которому по силам решать самые высокие задачи. Да, здесь в Бобруйске я полгода всего лишь, но за полгода город Бобруйск, как громко бы не звучало, стал для меня уже родным городом. У команды есть прекрасные условия, я считаю, что город достоин того, чтобы здесь жил футбол и показывал
отличный результат. Поэтому я от лица всей команды приглашаю всех наших болельщиков на стадион. Мы будем стараться вас радовать победами, но в первую очередь качественным футболом. Спасибо, Ярослав. Ну а теперь, уважаемые коллеги, повторим нашу работу уже в форме вопросов и ответов. Пожалуйста, представляйте, называйте ваше издание, кому адресуется ваш вопрос. Пожалуйста, вопросы. Андрей Чижик, коммерческий курьер. У вас следующий вопрос. Вы говорили, уже вспоминали эту пресс-конференцию 2,5 месяца назад, о том, что когда вы приходили на пост главного тренера Белшины, вы не очень внимательно следили за командами первой лиги. Удалось ли восполнить недостаток знаний за 2,5 месяца? Нет, мы особо не следили за соперниками. Так, за результатами, да, следили. Вот. Потому что работы хватало самим, и комплектование, и тренировочный процесс. Да, я считаю, самим нужно быть готовым на 100%, тогда никакой соперник страшно не будет нам. Команд много, которые ставят задачу, я знаю, вот, по выходу в высшую лигу. Ну, наверное, это будет для нас более интересно. Чем больше сильных команд, то, я думаю, интересно и зрителям, и нам интересно будет играть с сильными соперниками. А таких команд 4-5 будет точно, которые будут ставить задачу выйти на высшую лигу. А может быть и 6. Ну, я так понимаю, от себя вы как раз вот. Конечно, конечно. Мы даже с командами высшей лиги не закрывались, играли в атаку. Это философия моя и философия, я думаю, ребятам нравится этот футбол играть с хорошим контролем мяча, с атакой. Конечно, нельзя забывать про оборону, но вся философия наша строится на атакующем футболе. Если уж дальше развивать тему, почему в Беларуси, я как сейчас вижу, мало зрителей на трибунах, 80% команд закрываются в глухую оборону, уходят, стоят и ждут ошибки соперника. Такой футбол, конечно, не интересен здесь. Ждут ошибку, забивают. И здесь я скажу, что еще люди, освещающие футбол, считают, тоже неправильно себя ведут. Отстояла команда в обороне, забила случайный гол и начинают писать. Вот, тактически переиграли, перехитрили. По-моему, это просто отстояли и случайный гол забили. Так надо об этом так и писать. То есть хвалят команды, которые закрываются и в глухой обороне играют. А те команды, которые атакуют и случайно проигрывают, их начинают критиковать. Потом тренер уже думает, а может и мне стать голом возле своей штрафной. Отсюда наши беды. Здесь надо всем нам вместе, и журналистам, и работникам федерации, и футболистам работать над этим, чтобы больше атакующего футбола, чтобы зритель пошел на трибуну. Ну, тем более вы присутствовали при самом, не присутствовали, а вложили свой вклад в самый громкий успех белорусского футбола. Ну, это уже в прошлом, давайте. И это было сделано, в общем-то, при яркой атакующей игре. Да, тогда, мы атаковали много, сделали много. Спасибо. Газета «Шинник», Владимир Шломан. Георгий Петрович, к вам вопрос. Вот мы встречались, значит, когда была встреча на Белшине, вот, и вы тогда сказали, что проблема у команды в обороне на тот момент. Так вот, я хочу спросить, решена ли эта проблема, укомплектовались ли защитниками нужного класса? Тем более начали об обороне говорить, все-таки без обороны тоже никуда. Ну, там пришло много людей в оборону. Я думаю, что они достойно закроют эти позиции. В центре у нас есть 3 защитника, 3 центральных. На флангах у нас в основном молодежь, но и опытный Сергей Кондратьев может сыграть. Так что большой проблемы не вижу. Тут единственное, что вот Миша выбыл у нас, неделю проболел Горбачев. А так Горбачев, Жемлеров, Тупщик, очень опытные ребята, плюс Кондратьев может в центре сыграть. То есть на данный момент эта линия вас устраивает? Да, то есть мы укомплектовались, считаю, неплохо. Сегодня еще приедет парень полузащиты у нас. В опорной зоне вот были проблемы. Все-таки маловато людей. Сейчас приедет молодой парень, 22 года. Я его знаю по работе в Минске. Тараканов. Помните такого Таракана? Вот это его сынишка Леша. Думаю, он нам поможет, закроет позицию опорного полузащитника.
составит конкуренцию тем ребятам, вот Ярику составит конкуренцию. Была конкуренция у нас там. В опорной зоне у нас в последнее время меня беспокоило, не могли мы найти человека. Ну вот удачно получилось так, что договорились с Ислачем, возьмем в аренду. Так что, предвидя дальше вопросы, скажу, что команда укомплектована неплохо. Конечно, каждый тренер хочет, чтобы было у него и Рональду, и Месси, но у нас нет Рональду и Месси. Но те ребята, которые есть, они довольно приличного уровня, и мы, тренерский штат, довольны тем составом, который у нас есть. Спасибо большое. Еще вопрос, пожалуйста. Георгий Петрович, вам вопрос. Да, сори. Андрей Шобин, Бобруйский курьер. Георгий Петрович, практически большую часть предсезонки вы играли двумя составами практически. Я так наблюдал, там, конечно, ротация была, но один такой более молодежный, с новобранцев, другой более опытный. И по результатам я так прослеживал, что разные результаты. Лично вы каким составом больше довольны и наоборот, к какому претензии? Мы не делили игроков на основных и запасных. Так что на одну игру мы могли выпустить один состав, на другой. И не было такого, что вот это первый номер, это второй. Вот. Так что я даже не могу сказать, не следил даже, какой состав больше выиграл, который меньше, и такого не было. У нас команда, и командные результаты для нас важны, а не то, какой состав там лучше сыграл. У ребят было время зарекомендовать себя, проявить себя. Я им всегда это говорю. Проявляйте вот этих играх. А сейчас у меня, конечно, уже в голове есть состав, который выйдет в Пинске, я уже определил. Так что мы на предсезон там особо не смотрели, кто как, результат какой. Мы смотрели, как человек играет, как он наши требования выполняет. Спасибо. Еще вопросы? Пожалуйста. Георгий Петрович, еще один вопрос к вам. Учитывая очень позднюю весну, наверное, не скоро доведется выйти на естественный газон спартаковский. Как вы вообще оцениваете этот факт? И являетесь ли вы сторонником искусственного или естественного покрытия больше? Я думаю, здесь все зависит от нашей погоды. Лучше играть на искусственном поле, я считаю, чем грязь месить и на мерзлом. Как вот играл в Городе, я смотрел немножко. Это трудно футболом играть. Но искусственно все-таки хоть оно ровное, мяч катается. Грязи нет, ровное поле. Я считаю, что, конечно, предпочтительно. И в том году, работая в Минске, я настоял, мы же там у Минска искусственное поле. Мы летом играли на натуральном, на тракторе. Потому что ребята просят тоже лучше играть на траве. Там и трав меньше. И приятнее играть. Все-таки это синтетика. Синтетика летом вообще очень тяжело синтетикой играть. Но у нас таких возможностей нет, как в России сейчас настроили полей. Я вчера смотрел Свердловский, в суровых условиях подготовили прекрасное поле, которое зеленое, ровненькое. Конечно, мы бы тоже хотели, чтобы но у нас нет таких возможностей. Так что искусственное поле далеко для нашего климата не лучший вариант. Спасибо. Еще вопросы? Вопросов больше нет? Тогда хотел бы поблагодарить всех участников пресс-конференции и пригласить всех коллег-журналистов на ближайшую игру, которая состоится в Бобруйске 14 апреля на стадионе имени Александра Прокопенко. А время, вы знаете, на сайте за неделю до игры. Большое спасибо всем участникам и коллегам-журналистам. Пресс-конференция завершена. Спасибо.